Древнемонгольская религия. Одной из наиболее пагубных для научного мышления ошибок являются предвзятые мнения, которые, будучи некогда высказаны как гипотезы, в дальнейшем принимаются как непререкаемые истины. Сила давности парализует критику, и ложное мнение укореняется, искажая картину исторического процесса. К числу таких мнений принадлежит представление о монгольской религии XII-XIII веков как о примитивном язычестве. В 1891 году Дорджи Банзаров описал взгляды монгольских, вернее бурятских современных ему язычников, снабдив сочинение большим количеством исторических экскурсов, и в заключение сделал вывод, что так называемая шаманская религия, по крайней мере у монголов, не могла произойти от буддизма или какой-либо другой веры. По его мнению, черная вера монголов произошла из того же источника, из которого образовались многие древние религиозные системы. Внешний мир – природа, внутренний мир – дух человека и явление того и другого. Вот что было источником черной веры. Согласно описанию Банзарова, черная вера заключается в почитании а. неба, б. земли, в. огня, г. второстепенных богов Тенгри и д. ангонов, душ умерших людей. Уже самое количество и разнотипность божеств заставляет нас заподозрить, что мы имеем не стройную систему политеизма, как, например, эллинская религия, а синкретизм, то есть сосуществование различных верований, не всегда достаточно увязанных между собой. Роль шамана по Банзарову заключается в том, что он является жрецом, врачом и волхвом или гадателем. Как жрец он приносит жертвы по праздникам и по другим поводам. Как врач он вызывает духа, мучающего больного, и принимает его в свое тело. Роль его как гадателя ясна. Нет сомнений, что современные Банзарову буряты использовали именно такую систему. Но так ли было в XII и XIII веках? Несколько иначе выглядит монгольская религия XIII века у Веселовского, писавшего исключительно на основании письменных источников. Несмотря на то, что на первой странице перечислена почти вся известная литература о монгольских верованиях, Веселовский упорно называет религию татар шаманизмом, понимая под этим последним эклектическое сочетание всевозможных религиозных представлений. На первое место Веселовский ставит поклонение огню, считая это явление свойственным всем примитивным религиям. На второе – поклонение Солнцу и Луне. Об этом культе Банзаров не сообщает. Затем идет поклонение кусту, смысл которого мы разгадать теперь не можем, и поклонение идолам, которых Веселовский отождествляет с ангонами духами предков, хотя тут же называет их хранителями счастья, стад, покровителями звероловства и так далее. Противоречие не смущает автора. Конец работы посвящен вопросу о веротерпимости татар, вытекающей якобы из их религиозных представлений. Но однако необходимо установить, что Веселовский дает совершенно иную картину, нежели Банзаров, и вместе с тем делает ту же ошибку, смешивая в одно целое. Первое – культ природы, второе – магию и приметы, и третье – экстатические манипуляции шаманских медиумов. Подобно Банзарову, он принимает исторически сложившийся синкретизм за догматику положительной религии. Вернемся к Банзарову. При внимательном прочтении его книги немедленно возникают вопросы. Первый. С какими духами имеют дело шаманы? С духами ли умерших, то есть онгонами,
или с духами природы Земли, Этуген, что следует из именования шаманок и доган. Второй, какое отношение имеют шаманские духи к главному богу небу. Третий, почему главному богу шаманы никак не поклоняются и даже игнорируют его. Четвертый, Банзаров пишет, что небо нельзя считать тождественным с богом, так как небо монголы представляли правителем мира, вечным правосудным и источником жизни. А что же тогда бог? Пятый. Банзаров усиленно и тенденциозно старается представить небо безличным и сообщить культу неба в XIII веке деизм, который он наблюдал в XIX веке. Хотя факты, приводимые им ниже из источников XIII века, противоречат этому. Шестой. Банзаров выводит культ огня из зороастрийской Персии, вопреки своему первоначальному утверждению об автохтонности шаманизма. Верный предвзятому мнению об автохтонности черной веры, Банзаров смешивает в одно религиозные понятия хуннов III века до нашей эры, тюрков VI века нашей эры, монголов XIII века и бурят XIX века. Естественно, что эти различные культы увязать в единую систему невозможно. Но это и нужно было Банзарову, боровшемуся с шаманизмом с позиции буддизма. Чрезвычайно ценные сведения о древней религии монголов мы можем найти у Вильгельма Рубрука, монаха-минорита, ездившего к Мангу-хану и весьма интересовавшегося вопросами религии. Он предпринял свое путешествие, дабы убедиться, что Сартак, сын Батыя, действительно христианин, как ему сообщили его осведомители, черноморские купцы. Оно так и оказалось, но любопытно, что секретарь Сартака Каяк запретил Рубруку говорить Батыю, что Сартак христианин, сказав, он не христианин, а моал. Рубрук был возмущен тем, что татары путают религии и нации. Однако надо думать, что Каяк, сам несторианин, понимал, что говорил. Когда Рубрук прибыл к Мангу-хану, то ему удалось участвовать в религиозном диспуте, где мусульмане и христиане, объединившись на платформе единобожия, полемизировали с буддистами. Тогда высказал свою точку зрения и Мангу-хан. Он сказал: «Мы, маалы, верим в единого Бога, которым мы живем и которым умрем». Волю Бога узнавали через прорицателей. Это и было кредо монгольской веры, столь сокращенно записанное Рубруком. Очевидно, ее и имел в виду Каяк, противопоставляя монголов христианам. И несомненно, что эта доктрина значительно отличается от описанного Банзаровым политеизма. Но можно ли все-таки считать ее монотеизмом? Плано Карпини в главе о богопочитании татар говорит следующее. Они веруют в единого Бога, которого признают Творцом всего видимого и невидимого, а также признают его Творцом как блаженство в этом мире, так и мучений, однако они не чтут его молитвами или похвалами, или каким-нибудь обрядом. Тем не менее, у них есть какие-то идолы из войлока. Сверх того, они набожно поклоняются солнцу, луне и огню, а также воде и земле, посвящая им начатки пищи и питья, и преимущественно утром, раньше, чем начнут есть или пить. Плано Карпини, хотя и не замечен в сознательной лжи, но требует осторожного к себе отношения. Во время бешеной езды на перекладных до ставки Гуюка и обратно, при недоедании и незнании языка трудно произвести исчерпывающие наблюдения. Поэтому нет на нем вины за то, что поклонение небу он понял как поклонение светилам и к культу земли самочинно прибавил культ воды.
В остальном он согласен с Гайтоном-армянином, сообщающим нам: «Они, татары, знают единого вечного Бога и признают Его имя, но это все». Они не молятся и не удерживаются от грехов ради страха Божьего. Не менее определенно о монотеистическом богопочитании говорит Рашид ад-Дин. Первое. В разговоре с сыновьями Чингисхан сказал: «Силою Господнею и с помощью небесною я завоевал для вас, деток, царство». Второе. В наказе Джабе и Субутаю Чингисхан сказал: «Силою Бога Великого, пока не возьмете его, Мухаммеда, в руки, не возвращайтесь». Третье. Чингисхан сказал про себя: «Дело его, словно новый месяц, возрастает со дня на день. От неба силою Всевышнего Бога не сходит победоносная помощь, а на земле помощью его явилось благоденствие». Четвертое. В наказе воинам: «И пусть он, воин, всегда моля усердно Всевышнего Бога, со смиренным сердцем желает украшения 8 сторон, дабы силою предвечного Господа можно было взять в одном месте 4 предела». Пятое. Наконец, есть текст молитвы Чингисхана, где он молится на вершине холма, повесив на шею пояс, развязав завязки плаща и пав на колени. «О предвечный Господь! Ты знаешь и ведаешь, что Алтан-хан начал вражду. Я есмь ищущий за кровь возмездия и мщения. Если знаешь, что возмездие мое правое, не спошли свыше мне силу и победоносность, и повели, чтобы мне помогали ангелы, люди, пери и дивы». Эти слова могли бы показаться традиционными мусульманскими обращениями к Аллаху, но имя Аллаха нигде не упоминается, а везде стоит персидское слово «худо». Но самые драгоценные сведения о наличии у монголов культа Верховного Единого Бога берем мы из сокровенного сказания. Там этот бог называется «Вечное небо». Монголы различали материальное голубое небо от духовного вечного неба. Вечное небо, согласно Банзарову, не было личным богом, а лишь мировым порядком. Но не только выше приведенные, но и ниже следующие цитаты убеждают нас в противном. В словах Чингисхана вечное небо выступает как податель помощи. «Вечное небо умножит силу и мощь вашу и предаст в ваши руки Токтаевых сыновей». Или «Когда с помощью вечного неба будем преобразовывать всенародное государство наше». Но вечное небо требует не только молитвы, но и активности. Ты, Джурчедай, ударил на врага. Ты опрокинул всех, и джиргинцев, и тубиганцев, и дунхаитов, и 1000 отборной охраны Хори Шилемуна. Когда же ты продвинулся до главного среднего полка, то стрелою у Чумах ты ранил в щеку румяного Сангума. Вот почему вечное небо открыло нам двери и путь. Как мы видим, вечное небо Бог не только податель активной помощи, но и требующий активности у своих верных, то есть более активный, чем кальвинистский год, дающий спасение по вере без дел. Как будто мы можем признать у монголов культ единого всемогущего и активного Бога, но дело обстоит не так просто. Сокровенное сказание с полной определенностью сообщает нам, что Тенгри был единственным богом монголов. Наряду с небом упоминается земля Этуген. Темучин сказал: «Мы, умножаемые в силе небом и землей, нареченные могучим Тенгри,
и доставляемые Матерью Землей. В Кираитском походе мы, восприняв умножение сил от неба и земли, сокрушили и полонили кираитский народ. Тут явный дуализм, но надо полагать, что небо почитается больше земли, так как небо постоянно упоминается без земли, тогда как земля без неба никогда. Плано Карпини сообщает, что татары через чародеев вопрошают бога Итогу, которого команы, тюрки, называют Кам. Итога, по вполне справедливой догадке Банзарова, безусловно монгольская Этуген, а Кам — шаман. Согласно плану Карпини, монголы боялись этого божества и приносили ему жертву. Этуген почиталась путем сооружения обо, причем в древности над обо совершались кровавые жертвоприношения. Не менее определенно говорит о наличии двоебожия Марко Поло. Они говорят, что есть Верховный Небесный Бог. Ежедневно они возжигают ему курение и просят у него доброго разумения и здоровья. Есть у них бог. Зовут они его Натигай и говорят, что то бог земной, бережет он их сынов и их скот да хлеб. И в другом месте у каждого высоко на стене прибита табличка, на которой написано имя, обозначающее Всевышнего Небесного Бога. Ей поклоняются с кадилом Фимиама, поднимают руки вверх и кладут земные поклоны, чтобы Бог дал хороший ум и здоровье, а другого не просят. Ниже на полу стоит изображение, которое зовется Натигаем, бог земных вещей, рождающихся по всей земле. Ему предают жену и детей и поклоняются также. У него просят хорошей погоды, земных плодов, сыновей и тому подобное. Это двуединое божество монголов было известно русским летописцам, которые рассматривали его как дьявола. В Ипатьевской летописи по этому поводу сказано: «Приходящие цесари и князи и вельможи, солнцу и луне, то есть небу и земли, дьяволу и умершим во аде отцом их и дедом и матерям онгонам, водяша около коуста поклонятися им, о скверная прелесть их». Понятия, разнящиеся между собой, разделены предлогом «и», но в выражении «земли» дьяволу «и» нет. Очевидно, по современной орфографии должно было бы стоять «земле» дьяволу. А русские люди XIII века о дьяволе имели достаточное представление и не путали его никогда и ни с кем. Верные ранневизантийской традиции Нового Завета они считали дьяволами древних богов, противников Христа. Так дух бездны называется по-еврейски Абаддон, а по-эллински Аполлон. К числу дьяволов самого высокого ранга ранние христиане относили Митру, наиболее опасного соперника христианства. Так что тут можно с большей долей вероятия сказать, что Этуген в понимании русского летописца отождествилась с каким-то известным ему эллинским божеством. Но с каким? Ведь Этуген нераздельно с Тенгри, и летописец это понимал. А сами монголы? Ведь они-то свое божество не считали злым началом, что вполне вытекает из приведенных цитат. Но так как религии без определения зла не бывает, то обратимся к рассмотрению того, против чего боролось монгольское двуединое божество. Иными словами, что монголы считали грехом. Убийство, насилие, грабеж, угон скота как грех не рассматривались. Это была бытовая норма, способ взаимоотношений между племенами. Понятия разврат вообще не было, потому что женщина была уважаема, и с ее желаниями мужчины считались.
Непослушание каралось только в военных условиях. Как расхлябанность оно осуждалось, но считалось за слабость, а не за грех. Только одно представлялось монголам чудовищным — обман доверившегося и предательство. Убийство посла монголы всегда рассматривали как повод к войне, и вполне достаточный. Когда воины мятежного Джамухи выдали своего вождя Чингисхану, их казнили перед глазами преданного князя. Зато когда кираитский полководец в арьергардном бою задержал монголов, чтобы дать время своему хану уйти от погони, он был помилован и принят в монгольское войско в чине найона. Принцип был настолько силен, что выгода и ущерб при соблюдении его не принимались во внимание. Значит, этот принцип был частью мировоззрения, то есть монгольское божество было врагом лжи, дозволяя своим верным все остальные наклонности и поступки. Это очень важная деталь. Так ведут себя по отношению к людям далеко не все боги. Поэтому обратим внимание на имя монгольского божества, тем более что оно сохранилось до XIX века. Это персидское слово, известное весьма широко. Хормузта, не путать с именем Ормузд. Это имя помещено в словаре Голстунского и Ковалевского, у Дорджи Банзарова и у Блоше. Банзаров не сомневается, что Хормузта и небо — это одно и то же. Чингисхана называли то сыном неба, то сыном Хормусты, то по-китайски Тяньцзы, прекрасный корректив. Буддисты, переводя санскритские и тибетские книги на монгольский язык, именовали Индру Хормустой, что показывает на то, что этот термин успел уже укорениться в Монголии к моменту начала буддийской пропаганды. Тут даже Банзаров уступает очевидности и, вопреки собственным заявлениям об автохтонности черной веры, замечает: при лучшем знакомстве с шаманством монголов найдется в нем, может, много общего с учением Зороастра. Но что эти религии роднит и что разделяет? Прежде всего отпадает трактовка Тенгри вечного неба как безличного мирового порядка. Она и до этого противоречила фактам, а сейчас с ней можно вовсе не считаться. Но отсутствие вражды между небесным и земным божествами исключает концепцию влияния зороастризма. Иранская терминология, очевидно, попала к монголам не через зороастрийцев, а через манихеев, обративших в 762-763 годах уйгуров. Однако монголы полностью переосмыслили персидское слово и, назвав свое божество Хормустой, заставили его кооперироваться с подземным женским началом, что придало исповеданию черты, несвойственные прототипу. Равным образом невозможно называть древнемонгольскую религию шаманизмом. В стройной философии шаманизма нет места для божества, создателя или промыслителя. Там мир состоит из верхнего, среднего, в котором живут люди, и нижнего, мы бы сказали макромир, мезомир и микромир. Люди верхнего и нижнего миров, попадая в средний мир, воспринимаются как духи, но также воспринимаются ими люди среднего мира, попадающие к ним. Общение между мирами осуществляется шаманами, индийское слово, означающее «слушающий звуки инобытия» в состоянии экстаза. Это практика, а не догма. Общение связано с половой связью женщины иного мира Аями с мальчиком, который и становится благодаря этому шаманам. Мировое древо, прорастающее через все три мира, образ, который в переводе на современный язык означает имманентность инобытия. Ну что тут общего с древнемонгольской религией?
Несколько больше параллелей с угорской религией, которую сами ее носители не отождествляют с тунгусским шаманизмом. Там тоже есть небесное доброе божество – Юма, и злое земное – Керемет. Но в отличие от монгольской веры, вся активность принадлежит Керемету. Это близко, но не то. Скорее, у монголов имела место древнеазийская концепция, подвергшаяся влиянию манихейства и оформившаяся не раньше IX века в стройную систему. Крайне важно, что эта система резко противопоставляла себя христианству, игравшему в это время в Центральной Азии самую активную роль. Такой религией может быть только Бон, тибетская черная вера. И тут возникает последний вопрос. Может ли дружить монгольский бог Хормузта с Христом? Вряд ли. Ни манихейские традиции, ни объединение светлого небесного начала с земным и темным не могли быть приемлемы для христиан. Соперничество между триединым и двуединым не могло не быть, и тень вражды легла на монгольскую историю XIII века. Еще в 1206 году светская власть в лице Чингисхана и духовная, представленная священнослужителем жрецом Кокочу, как это часто бывает, столкнулись, и Кокочу был предательски убит. Сама черная вера не была поколеблена, но с этого времени и речи не возникало об ограничении несторианства. Исключение представляли только члены ханского рода, которым запрещалось креститься. Но победа несторианства была эфемерна. В конце XIII века оно претерпело военный разгром, от которого не оправилось. Разделение монгольского улуса оказалось роковым и для черной веры. Древнемонгольская религия исчезла потому, что ее носители, монгольская знать, приняли на западе ислам, а на востоке буддизм. И тогда-то в страну, лишенную вождей и принципов, широкой струей влилась шаманская практика, образовав у бурят, халхасцев, алтайцев и тувинцев причудливые формы идеологического синкретизма, являющиеся продуктом распада оригинальных религиозных систем.